Наш музей, так, музей спорта называется, он открылся в 1996 году к столетию образования современных Олимпийских игр. Так, встречая вот такой большой праздник, международный праздник, мы тоже решили открыть, значит, свой музей спорта, так, рассказывающий о развитии физкультуры и спорта в нашей республике. До этого мы, значит, открыли музей, так, училище Олимпийского резерва, так, в одной комнате. Ну, конечно, там было тесновато. Наш музей является одним из крупных музеев России. Так, здесь бывают руководители, смотрят, и по сбору материала, его расположение, так, полностью говорит о том, что действительно это музей спорта. Мы рассказывали физкультурное движение за музей так, за 90 лет, так, открытие музея. Теперь уже мы перешли на следующее так, поколение, значит, и постоянно, значит, у нас появляются новые экспонаты и новые разделы этого музея. Люди собирают материал, особенно районные комитеты физкультуры. У них тоже очень хороший музей есть. Они, значит, хотят показать, чтобы именно их, значит, сборы материала тоже могли поместиться в нашем музее и рассказать о развитии нашего физкультурного движения. В музее 32 раздела. У нас всего 3 человека здесь работает, 3 представителя, которые сохраняют и смотрят, пополняют и очень много делает, помогает зрителям о том, что здесь показывает, рассказывает. Это, значит, большое дело. Мы находимся сейчас в первом разделе. Так, раздел называется «Первые шаги физкультурного движения в нашей республике». 23-39. Это большой период времени, когда, значит, физкультурное движение стало, значит, на опорную ногу. Первые результаты, так, которые, значит, показывают именно вот такое развитие, и такое развитие достигло физкультурное движение в данный момент. Вот наш 1939 год – это только что становление именно физкультурного движения. Вот посмотрите, первые шаги физкультурного движения, так, вот улица Дзержинского, это улица Дзержинская, вот идет колонна первых участников физкультурного парада. Так, и здесь. Вот 1932 год, она посвящается, значит, десятилетию Якутской ССР. Количество участников было 214 человек. Так, 9 сборных команд Алдала, Тамоты, Алековицкого, Мигно-Кангаласского, Западно-Кангаласского районов, Самояхтаха, города Якутска, Динамо и Национальной военной школы. Вот они, это 3 наших богатыря, якутских богатыря. Это, значит, Местиков, так, Десятки, так, которые, значит, являются известными такими борцами, так, для начала большой нашей борьбы, наших борцов, значит, дали вот эти 3 человека. Видите? Вот, значит, те организаторы, которые помогали так, для развития физкультуры и спорта, так, Данилов Георгий Васильевич, так, учитель, так, вот метатели, девушки, вот показывают, каким образом начинали прыгать. Так, простая яма, разбег и прыгает, а зрители, значит, сбоку. Они как все. Вот, значит, у нас есть, так, рассказывающие первые спартакиады, именно вот об этом спартакиаде, так. Но самое интересное, значит, когда мы делали, так, отчет первой спартакиады, значит,
победители награждались. Брюки так, майки, трусы. Так. Дальше, значит, 1 килограмм пороху, так, килограмм, значит, дроби. Вот такие, значит, были костюмы и награждения. Именно вот даже такая вот эта награда уже вытащила наше физкультурное движение на олимпийский уровень. Игра, волейбольная игра. Вот так проходила, значит, не было ничего. 1932 год. Вот футбольная команда. Да. Вот таким образом, когда люди смотрят вот эти награждения победителей, значит, вот такое награждение. Вот даже вот такое награждение было тогда очень большим таким праздником и наградой, которой действительно требуется заниматься физкультурой и потом, значит, победить и получить вот такой приз. Вот это самое главное. Начало этого. 1932 год, на наш стадион Туймада, так смотрите, вот такой, значит, сами комсомольцы сделали, комсомольцы. Вот на этом стадионе, значит, проходил весь праздник. И вот наши первые физкультурники, так, первые, значит, те люди, которые, значит, в начале физкультурного движения в нашей республике. Мы очень гордимся вот этими людьми, которые действительно своими зданиями и своими силами так, именно показали, что физкультура нам нужна. Так, именно мы когда-то все равно попадем на Олимпийские игры, даже не говорили так в своих выступлениях. Вот здесь у нас показываются документы, которые, значит, говорят о том, что это на физкультурном движении выступали, они, значит, выигрывали, так, этими не награждались. Становление физкультурного движения. Так. Первый выпускник из Якутов физкультурного института. Тут Аржаков, то есть Аржаков, так. Вот, значит, первые наши физкультурники, которые участвовали в Отечественной войне. Вот первый приказ о том, что, знаете, создать именно физкультурное движение так, в 1932 году, так, его председатель, значит, Калачик Израил Борисович, он, значит, после стал военным и председателем спорткомитета, первого председателя спорткомитета, первый физкультурный парад. Это проходили в районе Сергелях. И вот один из руководителей физкультуры нашей движения, Суровецкий Евгений Кузьмич, он так работал очень долго председателем. И вот, значит, его группа физкультурников, которые, значит, занимаются физкультурой, участники первой спартакиады 23-го года. Вот интересная фотография физкультурников одного колхоза только. Так, в 1931 году это уже чуть побольше, так, 40-е годы. Так, здесь. Так, сверхдальние лыжные переходы якутских лыжников. Так, первый выпуск идет Якутск-Иркутск. Так, расстояние 3000 километров. Старт 6 января, финиш 18 марта. Трасса пройдена за 72 дня, из них 56 ходовых дней. Состав команды Гриневич, руководитель Потапов, комсорг Александров, Крынцев, Аблаев, Брюханов, Кочнев, Ларионов. Это был Якутск-Иркутск, а это Якутск-Хабаровск. Якутск-Алтан 41 год, Якутск-Верхоянск. Так, вот все это написано, это более современно, грамота. Казачья дружина казачья, Якутск-Верхоянск, так, Малый БАМ 77-го года, вот эта часть. Ленск, Якутск. В нашем музее находится камень весом 387 килограммов. Вот этот камень поднял один из самых сильнейших борцов, мы скажем так,
и сильный человек Десяткин. Мы описываем, каким образом он совершил этот переход. После этого этот камень очень долго стоял в Медно-Кангаласском районе. Так, но по просьбе, значит, медно-кангаласских физкультурников и спортсменов и его сына, значит, Тараса Десяткина, и мы перенесли и поставили вот сюда. Но этот камень исторический. Несколько раз пытались поднимать, но никто не поднял. Но в этом году тоже хотели мы поднять. Так, во время проведения игр Манчара здесь приехали самые сильные люди России, но нам не разрешили. Мы будем держать до тех пор, пока наши спортсмены, кто не появится и поднимет этот камень. Физкультура и спорт в годы Великой Отечественной войны. И нужно сказать, что во время войны физкультурное движение было проведено в 3 направлениях. И самый главный у нас человек – это Корякин Константин Евгеньевич, так, преподаватель, так, награжден орденом Ленина, так, участник войны. С первого дня до последнего дня войны был на фронте. И приехал домой, окончил институт педагогический и стал преподавателем, значит, математики и физики, работая в 9 школе. Мы показывали наших олимпийцев. Здесь все, так, первый, значит, Пинигин, так, мало кто знает, может быть, но этот известный человек в Советском Союзе. Так, 5 раз участвовал в Олимпийских играх, стал он 1 раз чемпионом, но другие раза был близко. Так, Пинигин Тимир Алексеевич из Медно-Кангаласского района, умер вот только 2 года тому назад, так умер. Голованов Владимир Семенович тоже наш, как говорится, земляк Тампольского района, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, значит, чемпион 17-х Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Я как раз был на этой Олимпиаде, смотрел так, их участие. Чемпион Олимпийских игр 1972 года, Павел Пинигин, чемпион Олимпийских игр 1976 года. 3 наших борца участвовали в Монреале, так, на Олимпийских играх, так, и вернулись. Так, золотой, серебряный и тоже серебряный призер Олимпийских игр по борьбе, по вольной борьбе. Этот раздел легкой атлетики, чемпионы наших первое время, тренеры заслуженные, так, которые работали и продолжают сейчас работать, книги, альбомы, которые рассказывают о проведении соревнований по легкой атлетике. Здесь, значит, спортивные игры, да, волейбол, баскетбол, которые, значит, у нас в республике очень любят. И вот это почти все мастера спорта по лыжам, которые занимались и руководили организацией физкультурного движения. Балахшик Георгий Русланович сейчас является нашим министром физкультуры, так, и 3-м призером Олимпийских игр. А вот тоже у нас Бабенко очень долго работал главным тренером по боксу. И, значит, все наши известные боксеры. Это самый ценный раздел нашего музея – это вольная борьба. Николай Николаевич Старский, который основал именно вольную борьбу, Дмитрий Петрович Коркин, так, который является заслуженным тренером Советского Союза, России и СССР, так, Волков Николай Николаевич тоже. Так, вот эти 3 человека являются основателями, так, вольной борьбы в нашей республике. А вот первые мастера спорта по вольной борьбе, судьи международной категории, еще сейчас уже прибавляется. Заслуженный тренер России, да, по вольной борьбе. Здесь мы показываем
так, Николая Николаевича Тарского и кавалеры ордена «Полярная звезда». Наш самый высший орден нашей республики. Два стенда нам показывают развитие сурдоолимпийского спорта, так, и паралимпийского спорта. Спорт без науки не может, должны работать ученые, так, именно по отраслевому виду спорта, развивать физкультуру и спорт. И этот раздел организаторы и руководители физкультурного движения нашей республики. Вот, значит, председатели, это часть, значит, все председатели, так, физкультурного движения. Мы всего 8 человек еще не нашли фотографии, так. Но есть возможность их найти, так. И вот, значит, его заместители, так. Это председатели спортивных обществ, так. И вот, значит, те люди, которые работали у нас в руководстве физкультурного движения. Это самый ценный экспонат нашего музея, который, наверное, по России может быть 1-2. Так, ну, никто еще не говорит, что есть такие. Вот. Но он оказался в Якутске, тоже никто не знает, каким образом. Случайно один заброшенным таком доме в Меганокранградском районе нашел наш физкультурник, так, шахматист, он принес сюда. Мы его вычистили, так, обработали специально, так, все восстановили. Очень интересный экспонат. 20-кратный чемпион мира по поднятию тяжести. Здесь мы показываем нашего самого здорового человека, так, Дмитрия Петровича Коркина. Это его воспитанники, которые показали высокие результаты. Мы находимся в самом главном разделе нашего музея. И показывается сразу о том, что, значит, у нас есть олимпийский огонь. Этот раздел у нас посвящается детскому спорту. Дальше, значит, страницы истории нашего музея, национальные виды спорта, народные игры. И здесь, значит, борьба, прыжки, перетягивание палки, да, конная скачка, можно сказать. Человек, обладающий большой силой, так, именно любил лошади, вот именно от этого, значит, начинается наш музей.